По сути дела, о ситуации с коронавирусом. Я Рустем Ахмадинуров. Здравствуйте. Эпидемиологическая ситуация сейчас довольно сложная. Мы сосредоточились на определенных категориях самых остро нуждающихся людях, которые действительно без волонтерской помощи им крайне тяжело. У нас есть необходимый резерв. И самое главное, что у нас имеется опыт оказания медицинской помощи. Они могут позвонить, и мы постараемся максимально быстро приобрести все, что им нужно. Готовы к разным сценариям. Пандемия – самое большое испытание этого года. И основная нагрузка ложится на врачей, которая еще и увеличивается с каждым днем. Беседуем с министром здравоохранения республики Максимом Забелиным. Максим Васильевич, здравствуйте. Приветствуем вас в программе «По сути дела». Как система здравоохранения справляется с пандемией в республике? В настоящий момент действительно мы испытываем довольно сложные, порой даже пиковые нагрузки в зависимости от направления. Но в целом система работает хорошо, слаженно. Коллеги стараются, выкладываются по максимуму. Есть резервы. Резервы у нас есть созданы как в кадровом потенциале, так и материально-техническом, лекарственном обеспечении. Я думаю, что с теми вызовами, которые диктует нам современное время, мы справляемся. Указания, которые доводят до нас и требует глава республики, выполняем вовремя, в срок. Мы видим, что мы выходим на пиковые все-таки значения даже весны. Эпидемиологическая ситуация сейчас довольно сложная. Она сложна не только в Башкирии, но и в целом в Российской Федерации. Ежесуточно у нас прирост составляет менее 1%. Также у нас идет и увеличение числа пациентов, заболевших с внебольничной пневмонией. Здесь рост более чем 1%, рост составляет порядка 3-4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но ситуация у нас контролируемая, у нас есть необходимый резерв. И самое главное, что у нас имеется опыт оказания медицинской помощи в весенний период, опыт развертывания, переформирования существующей материально-технической базы под текущие инфекционные условия, что мы успешно используем и пропагандируем. Поэтому, я думаю, здесь причин для паники нет. Действительно, сейчас есть трудности, связанные с оказанием медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене. Часть наших сотрудников, к сожалению, тоже болеют. Врачи тоже болеют. Сколько примерно процент заболевших, переболевших пневмонией, ковидом врачей? Показатель составляет от общего числа, если говорить по социальному статусу, рабочий, нерабочий, медицинский работник или нет, составляет порядка 15-16% от общего числа заболевших. Это у нас и лаборанты, это у нас и работники учреждений, но и не имеющих медицинского образования. Это администраторы, это помощники врачи, это наши люди, которые встречают пациентов на входе. Ну, соответственно, и сами непосредственно медицинские работники, как врачи, так и средний персонал. Ну, это в 7-8 раз больше, чем вот обычные, насколько я статистику знаю, чем обычные граждане, заболевших среди медиков. Это вполне логично, потому что, во-первых, все пациенты, которые болеют, они приходят в медицинское учреждение, чтобы получить медицинскую помощь. Там работает медицинский работник. К сожалению, у нас сейчас более чем 80% источник заболевших – это социально-бытовые контакты, это домашние очаги. Медицинский работник после выполнения своих профессиональных обязанностей все равно передвигается в общественном транспорте, посещает места общего пользования, торговые центры и, соответственно, находится в бытовых контактах тоже с возможными заболевшими. Но если говорить о стационарных все-таки местах для инфекционно больных, есть ли резерв, есть ли у вас понимание, насколько у нас количество мест хватит для всех нуждающихся? В настоящий момент для оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, пневмониями в том числе, по республике задействовано у нас 4500 коек. 4,5. Попланировали, по-моему, 2800 даже. Ну, это весенний период. В настоящий момент загруженность этой коечной емкости составляет 76%. Это норматив, который определяет оперативный штаб, что было в резерве не менее 20%. Этот резерв мы постоянно держим, соблюдаем, чтобы у нас не было ни дефицита, ни каких-то трудностей, связанных с госпитализацией. Резервы есть у нас для перепрофилирования. В настоящий момент у нас не ограничено оказание медицинской помощи по высокотехнологичной медицинской помощи. У нас работают специализированные наши учреждения. Это
кардиоцентр, онкоцентр, работает специализированное отделение в наших многопрофильных больницах и неостановленное оказание и плановой медицинской помощи. Я думаю, что готовы к разным сценариям. Я думаю, что в других субъектах Российской Федерации рассматривается вопрос это и перепрофилирование, насколько вы уже, наверное, знаете. Это у нас столица нашей Родины, Москва, где задействованы торговые центры. Да, да. И спортивные сооружения. Какие показания нужны для госпитализации? Вот есть понимание, что, ну, допустим, когда я болел, были одни показатели, сейчас, мол, нужны более серьезные поражения, допустим, легких. Показанием для госпитализации является решение лечащего врача, либо сотрудника скорой медицинской помощи. Действительно, за этот период у нас уже более 6 месяцев мы оказываем медицинскую помощь с новой коронавирусной инфекцией. У нас есть определенное накопление медицинских знаний и опыта. Это отражается в первую очередь в федеральных методических рекомендациях. В настоящее время вышла уже 9-я версия. Это говорит о том, что модернизация идет, опыт у нас накапливается, у нас идет изменение, дополнение. Соответственно, определяются различные критерии, как для лечения амбулаторного стационара, на дому, госпитализация пациентов. Поэтому здесь решение принимается в каждом конкретном случае. Индивидуально. Нет вот такого, как упрощенно кто-то говорит, что, условно говоря, если там 40 или 50 нету поражения, то госпитализация там не будет. То есть это один из показателей. Ну, здесь это просто, я думаю, что кто-то пытается спекулировать этим значением. Да. Еще раз, оценивается в совокупности целая картина. Также у нас приоритет идет нашим старшему поколению, лица 65+, называемым. Также приоритетом действительно есть люди, которые страдают и имеют сопутствующую патологию, либо хронические заболевания. Было принято буквально вот недавно президентом страны очень существенное решение о том, что граждане, находящихся на амбулаторном лечении, будут иметь возможность в том числе получать лекарственное обеспечение бесплатно. Решение правильное. Я считаю, что оно своевременное. Действительно, у нас не все граждане могут себе позволить приобрести полный пакет лекарственных препаратов. В связи с этим у нас действительно многие стараются попасть. Мы медицинскую помощь всегда оказываем, и есть определенные критерии, как вы сказали, вот мы обсудили в начале госпитализации. Поэтому есть у нас ряд граждан, которые панически боятся, и невзирая на наличие критериев госпитализации, отсутствие показаний, стараются попасть. Мы таким тоже не отказываем медицинской помощи. Но есть ряд критерий, которые действительно пациенты могут находиться на амбулаторном лечении. В настоящий момент нам, я думаю, что в ближайшее время будет доведен механизм, будет определен порядок финансирования, мы узнаем, какой механизм это будет проводиться. Я думаю, что по линии Министерства здравоохранения, по линии Министерства финансов, тем самым будем помогать нашим гражданам бороться с пандемией. И тем самым доводить именно в натуральном виде, в виде лекарственных препаратов, пациентов, которые находятся на лечении на дому. Перебои с лекарственным обеспечением, маркировка, вот честный знак, которая для лекарственных применялась, это повлияло в том числе на обеспечение лекарством. А повлияло ли оно у нас в республике и сняты ли сейчас проблемы с лекарственным обеспечением? Действительно, проблема это есть, но проблема федерального уровня, когда не работала площадка «Честный знак», и она не работала отчасти в сентябре, больше времени работала в октябре месяце. Было принято решение на уровне правительства Российской Федерации о временной приостановке обязательной маркировки. Она носит уведомительный характер. Оно в этом году только с лета, по-моему, началось, да? Да, маркировка лекарственных препаратов, да, у нас идет в соответствии с федеральным законом. А также в настоящий момент к нам приехали коллеги из операторы «Честного знака», чтобы помочь разобраться на месте. Также идет работа по насыщению именно складов наших сетей. Это не только сеть Башфармации и госаптеки, но и других наших основных сетей, которые расположены на территории республики. Но что в ближайшее время дефицит и ажиотаж, связанный с лекарственными препаратами, будет устранен. Но также хочу сказать вот нашим слушателям, кто будет смотреть нашу передачу, что большая часть препаратов, которые стараются приобрести граждане, являются рецептурными. И отпускаются они по наличию рецепта, по решению врача, и назначаются также по решению врача. Самостоятельное лечение, оно, к сожалению, может привести к нежелательным явлениям, побочным явлениям
и к неправильному трактованию дальше в целом клинической картины. Поэтому прошу всех граждан и всех, кто нас смотрит, за медицинской помощью обращаться все-таки к медицинским специалистам, самолечением не заниматься. Люди не доверяют вот этим электронным градусникам, а ртутных сейчас приобрести достаточно сложно. Здесь эта проблема, насколько я понимаю, перспективы решения большой не имеет. То есть ртутные градусники у нас сейчас практически не будут выпускаться, это правда? Да, это совершенно верно. Мы об этом уже неоднократно заявляли на наших брифингах, в средствах массовой информации. Российская Федерация в 2014 году присоединилась к Международной Мянчучинской конференции, которая приняла решение об ограничении использования ртути в бытовых условиях. То есть практически должны полностью исчезнуть ртуть, либо ртуть содержащие компоненты в товарах, либо предметах обихода, с которым сталкивается гражданин, житель в обычном нашем обиходе. Это и светильники, это различные косметические препараты, косметика, ну и в первую очередь действительно градусники. Российская Федерация приняла все обязательства, что с 2020 года ртутные градусники не производятся. И те запасы, которые были у производителей, они, я так понимаю, закончились, новых производителей не будет, поэтому всем переходят на более точное измерение. Это электронные приборы. За это будущее. Электронные вот эти градусники, они все-таки, ну вот я прихожу иногда в учреждение, мне показывают там температуру 35 градусов, 35-36. Они не все точные, то есть китайские. Но здесь ситуация следующая, что, во-первых, вы люди не доверяют просто иногда. Вы зашли с улицы, это раз. То есть это, в принципе, если нормально. Вам измеряют все-таки на конечности, если во время идет изменение, и не обязательно будет температура связанная там, более высокая. Далее, каждый прибор имеет свою степень погрешности электронной. Это как и степень погрешности электронных часов. Но вы предлагаете верить вот этим градусникам, которые мы будем приобретать в аптеках? Верить То есть они верные? Градусникам, да. которые имеют регистрационное удостоверение, как медицинское изделие, да. Но, к сожалению, у нас сейчас есть ажиотаж по градусникам, и тем самым у нас многие покупают не медицинские градусники, промышленные. Понятно. Тепловизоры, у которых степень погрешности доходит не 0,1 градуса, а степень погрешности доходит у некоторых 4-5 градусов. Поэтому здесь, к сожалению, многие пользуются не тем товаром, который необходимо использовать. Качество, может быть, оно и хорошее, но не по назначению. Очень важный вопрос, который сейчас беспокоит людей, это то, что не всегда можно дозвониться, видимо, вот сейчас этот осенний эпидемиологический период, до скорой помощи, до поликлиник. Сложности есть, они в первую очередь связаны с тем, что у нас не рассчитан на такой объем звонков, то что у нас объем звонков достигает в сутки более 10 тысяч. А было сколько, допустим, до этого? Если брать аналогичный период прошлого года, объем звонков достигал 1000-1500. То есть это раза в 10? В 10 раз просто увеличилось. У нас и нет пропускной способности телефонной линии, это раз, и действительно не хватает количества операторов, которые обучены и готовы отвечать. Над этим поручение такое у нас и есть. Мы сейчас выводим дополнительные силы. Также работаем над техническим оснащением, чтобы у нас могла и пропускная способность телефонных линий обеспечить. Скажите, пожалуйста, вот вакцинация от гриппа, от пневмококка и предстоящая вакцинация от ковида. Сколько граждан у нас вакцинированы? От гриппа у нас вакцинировано все 100% граждан от первых полученных 2 траншев вакцины. Это сколько? 31% наших жителей. Это более 1 миллиона 200 тысяч граждан. И дети, и взрослые, и социальные работники, и медицинские работники. Она закончена или будет продолжаться? Она будет у нас продолжаться. У нас следующее прибытие вакцины, согласно календаря поставок, это ноябрь месяц. И еще будет первая половина декабря. Так как прогнозируется повышение именно эпидпорога по гриппу и ОРЗ, это конец декабря, начало января 2021 года. То есть можно еще от гриппа вакцинироваться? Да, совершенно верно. У нас еще примерно такое же количество граждан будет подлежать вакцинированию. А пневмококк? От пневмококк. Пневмококк – это вакцина, которая не входит в национальный календарь прививок, и она не обеспечивается 100% бесплатно. По решению главы республики и правительства у нас было дополнительно вакцинировано в этом году уже 45 тысяч наших граждан группы риска. Это в основном кто? Врачи, старшее поколение? Это в основном лица старше 60 лет с наличием
сопутствующие патологии. Дополнительно сейчас еще у нас правительством было принято решение о закупе еще 35 тысяч также вакцин. То есть она будет продолжаться? Будет вакцинироваться, совершенно верно, та же категория граждан. В поликлиниках? В поликлиниках, да, это граждане, имеющие сопутствующие заболевания и возраст старше 60 лет. Для других граждан это можно пройти вакцинацию за счет их собственных средств. Сколько стоит вакцинироваться от пневмокока? К сожалению, она дорогая. Стоит вакцина это порядка 3,5-4 тысяч рублей. Потому что если вакцина от гриппа, если приобретать за счет собственных средств, она стоит порядка 250-300 рублей. Поэтому здесь, конечно, стоимость существенная. От новой коронавирусной инфекции у нас вакцинировано пока 40 человек. Это первая партия вакцины, которая пришла. Были вакцинированы у нас только медицинские работники. В итоге все прошли вакцину, нежелательных явлений нет. Формирование иммунитета стойкое. Когда все-таки мы дождемся вакцинации населения нашего? Из кого начнется вакцинация? По мере поступления вакцины мы, по сути, тем заявлением, которое производит у нас федеральное правительство, федеральный центр, мы ожидаем массовое производство в ближайшие месяцы. И массовая вакцинация начнется с конца этого года, с начала следующего года. В первую очередь, это, как определены у нас критерии, это медицинские, социальные работники и учителя. В зависимости от количества вакцины будет расширяться категория граждан. Вакцина это будет бесплатная. Говоря о нашей все-таки категории 65+ и старше, то очень важна категория, которая имеет хронические заболевания, прежде всего сахарного диабета. Насколько я знаю, 185 тысяч вообще у нас имеют это заболевание. Есть ли планы какие-то работы вот с этой категории, наиболее такой группы риска? Я слышал вот о специальном обзвоне, значит, этой категории граждан и какой-то специализированной работы с этими людьми, потому что именно они подвержены тяжелым формам заболевания. Да, группа граждан находится в первой группе риска. Действительно, правильно, мы сейчас совместно с Единой Россией планируем осуществить такой телемедицинский автообзвон, мониторинг, консультацию, и будем стараться мониторировать и подсказать этим пациентам при первых симптомах либо недомогании и все прочее, обращаться к своим лечащим врачам, чтобы максимально быстро, в сжатые сроки провести необходимую диагностику, консультацию и оказание медицинской помощи. Будем стараться помогать, потому что понимаем, что врачам сейчас действительно тяжело. Спасибо вам. С первых дней пандемии в республике был создан единый волонтерский центр «Наша забота». Координатор проекта Александр Толстых сам прошел испытание коронавирусом. Во время интервью социальная дистанция была соблюдена. Итак, какую помощь могут оказать волонтеры? Здравствуйте, Александр. Приветствуем вас в программе «По сути дела». Вы возглавляете единый волонтерский центр «Наша забота». Помогаете всем или каким-то конкретным категориям? В период самоизоляции мы помогали всем тем, кто не мог самостоятельно выйти из дома, находясь в определенных ограничениях. В первую очередь, конечно, это одинокие, пожилые люди, которые просили либо за свой счет приобрести лекарства, товары первой необходимости. То есть это доставка получается? Да, то есть это по линии доставки, когда мы просто как волонтеры, грубо говоря, как курьеры, помогали людям не оставаться одним. А сейчас мы сосредоточились на определенных категориях, самых остро нуждающихся людях, которые действительно без волонтерской помощи им крайне тяжело. Это малоимущие многодетные семьи, это люди, которые старшего поколения, которые живут одни, инвалиды. Нужно позвонить к вам в колл-центр или прийти? Приходить не нужно. Необходимо позвонить на телефон единого колл-центра. Звонок бесплатный. Телефон 8 800 201 8903. Оператор работает с 9 утра до 6 вечера сейчас. В период первой волны мы работали круглосуточно. У нас эта горячая линия принимала очень много звонков. Мы видим, что по всему миру начинается вторая волна. Она уже и в России, и в нашей республике болеет большое количество людей. Как сейчас работает ваш проект, как работает сейчас волонтерский центр в осенний период? Сейчас мы сосредоточились на людях старшего поколения и на людях, находящихся в группе риска.
В первую очередь это люди, которые больны сахарным диабетом, им сейчас лучше из дома не выходить. Их порядка 185 тысяч, по-моему, да? Да, мы готовы посильную помощь оказывать им в приобретении товаров первой необходимости, если им что-то нужно купить, и они проживают одни, не могут выйти из дома. В этом случае они могут позвонить, и мы постараемся максимально быстро приобрести все, что им нужно. Только доставка или все-таки есть и какая-то бесплатная продуктовая помощь, которая оказывается тем, кто действительно нуждается? У нас также есть бесплатная продуктовая помощь. Эта работа у нас не прекращалась с начала работы. На нее в первую очередь могут рассчитывать люди, которые оказались в какой-то острой, сложной жизненной ситуации и находятся в безвыходном положении. Допустим, потеря работы у единственного кормильца. Или люди, которые инвалиды, которые не могут прокормить себя как-то. То есть люди, которые без сторонней помощи находятся в такой ситуации, что им крайне тяжело. Мы эти заявки принимаем, обрабатываем совместно с Министерством труда и социальной защиты населения. Нужно какие-то документы давать или просто достаточно звонок, объяснение это по телефону? Оператор задаст все необходимые вопросы, и на основе тех данных, которые получат, это будет направлено в Министерство труда на проверку. И если подтверждается нуждаемость, волонтеры оказывают эту помощь. Если министерство не подтверждает нуждаемость, то волонтер все равно выезжает на место и смотрит, какое положение у человека. И если он видит, грубо говоря, что человек позвонил, просит бесплатный продуктовый набор, приезжаем к нему в элитный дом или какой-то частный дом, где видим, что там трехэтажный особняк, то мы уже общаемся. Что сложно у вас в жизни произошло, что вы даете такой запрос. И когда человек нам говорит, что мы просто услышали, там где-то в чате прочитали, что позвони на такой-то номер и получишь бесплатный продуктовый набор, мы объясняем, что это не так работает, это не для всех, это только для тех, кто действительно остро нуждается. Только продуктовая помощь или можно рассчитывать на какую-то помощь иную? Мы оказываем продуктовую помощь, это адресная социальная помощь. Также у нас есть широкий спектр вот именно той помощи, которые могут оказать волонтерские движения. Это и тимуровская помощь, когда человеку просто нужно что-то помочь сделать по дому, там принести, отнести. Это и правовая помощь, когда у нас подключаются к работе юристы и могут оказать какую-то консультацию юридическую или решить какой-то вопрос, связанный с нарушением прав человека. Это и социально-психологическая помощь, когда человеку сложно, и он может позвонить нам абсолютно анонимно, получить эту адресную психологическую какую-то помощь. Ну и другие виды помощи. Оказание содействия в медицинской помощи возможно? Конечно, мы всеми силами подключаемся и стараемся удовлетворить все обращения, которые к нам поступают. И сейчас, так как на систему здравоохранения свалилась действительно очень сложная, очень такая, я бы даже сказал, неподъемная задача. Мы прекрасно понимаем, что медицина сейчас работает в таком надрывном режиме, и мы эти заявки берем, мы стараемся их оперативно выполнить. У нас отработано взаимодействие с Министерством здравоохранения. Через CRM-систему «Карта заботы» заявки автоматически им отправляются, и они это видят. Посильную помощь включаются наши активисты. А кто работает по оказанию содействия медицинской помощи? Это кто-то с Минздрава или есть какой-то ваш представитель? В первую очередь у нас наш представитель – это Рима Мировна Утяшева, а с Минздравом идет взаимодействие, исходя из того, какой специалист нужен. Там уже Минздрав решает. Я могу сказать, что я сам тоже переболел. И, кстати, вот в рамках проекта с заботой о врачах съездил в свою больницу, отблагодарил медицинский персонал, вручил им вот эти чайные наборы, сказал большое спасибо, что они меня вылечили. То есть у вас есть антитела уже тоже? Да. Желаем вам действительно нелегкой миссии продолжения, потому что действительно пандемия продолжается, но и берегите свое здоровье. Спасибо, Арсен Ильич. Коронавирус мы можем остановить только вместе. Ответственность на каждом из нас. Я с вами прощаюсь, а в завершении традиционный блиц. Сколько раз в день меняете маски? Маска используется 2 часа, не более 2-3 часов в день, соответственно, мне используется там 6-8. Когда нахожусь в кабинете один, маску не использую. Стараемся 4-5 раз. COVID-19 вызывает у вас панику, стресс или
дисциплину и сосредоточенность? Уже спокойно большинство людей к этому относятся, понимают это, что это часть жизни и некий вызов, просто с которым нужно справиться. Дополнительная ответственность. Как вы заботитесь о своем здоровье? Стараюсь вести здоровый образ жизни. С этого года приобщился к нашему традиционному напитку кумысу, который помогает. Также советую всем использовать наш башкирский мед. В первую очередь стараюсь соблюдать режим, правильно питаться, заниматься спортивной активностью и не подвергать себя излишним рискам.